Друзья, мы вас приветствуем с Николаем на нашем автопробеге «Дружбы народов». Мы сейчас находимся в республике Мариэл, но мы ее покидаем. Едем в сторону Казани. Сегодня у нас 1 июня, первый день лета. Погода шикарная, просто отличная. Градусов 30 на улице, да, если не больше. На солнце там, ну, около 30. Ну, около того, да. Прям вот футболку вынужден носить, чтобы вот голышом не ехать, но я бы в одних шортах ходил. В общем, все, в республике Мариэл мы закончили, очень здорово провели время в деревне. И сейчас едем в Казань. И хотелось бы тоже в деревню, да? То есть мы так и получится. Время уже, да, время сейчас сколько? 5:30 уже вечер. Мы в Казань приедем около 8, погуляем по вечернему городу и дальше хотим заночевать уже в деревне, в каком-то интересном месте. И потом провести там еще сутки. Погнали! У нас первые дорожные приключения. Да, остановили его. Оказывается, был знак, обгон запрещен. Ну вот здесь они стоят и вроде всех тормозят. Подождите, мы подойдем. Это мне говорят. И похоже, полоса пунктирована, сейчас надо уточнить, да, мы то есть едем, вроде по асфальту можно было обгонять. Но я монтировал, сидел, я не видел. У меня вот тут работа идет в дороге, Коля пока рулит, я пытаюсь что-то для вас сделать, успеть. А так получается, это первое такое, да, нарушение, то есть у Коли никогда такого не было, и вот хотя бы это будет просто протокол и штраф, а второе уже лишение прав. Ничего себе так жестко-то, да? Да, ну вот, следят за, чтобы люди не, встречки, чтобы лбом не бились. Дорога пролетела быстро, пару часиков, и мы уже в Казани. Фига, он через полосу проскочил. Впереди камера на полосу. С парковками, конечно, тут непросто. Вот к Кремлю подъехали, и вот нам повезло, что мужчина выезжал, местечко заняли, а так тут, ну как в любом центре, достаточно людно, набережная. Да, сегодня день защиты детей у нас, 1 июня, поэтому, видимо, всякие детские мероприятия здесь на набережной. Ну, набережная такая огромная, мне нравится прям, вот как будто бы выходные. А сегодня что у нас, среда. Я последний раз тут был лет, не знаю, 7 назад, похоже, вот тут, я не помню вообще эту набережную. То ли мы тут не были, то ли ее за это время построили. Ну, на сегодня мы нагулялись, поедем в деревню. Время 10 вечера, надо еще искать ночлег где-нибудь. А сюда вернемся еще послезавтра. У нас денек еще завтра день в деревне и послезавтра день в городе. И в ночь мы, наверное, поедем уже в Чайковский. Пока план такой. А дальше посмотрим. Ну и можно сказать, в рамках официальной части посещения Казани мы, конечно же, должны были зайти в Дом дружбы народов. Нас тут должны встретить Альбина Васильевна, она глава якутской общины в Татарстане. И сейчас нам проведут какую-то экскурсию. Дом дружбы народов, Ассамблея народов Татарстана. И тут Диляра, знакомьтесь. Вы сотрудник тоже, представитель, да? Я являюсь методистом этнокультурного отдела Дома дружбы народов Татарстана. Вообще,
История Ассамблеи народов Татарстана начинается с 1992 года, когда в Республике Татарстан прошел первый съезд народов Татарстана, в котором было принято решение о создании ассамблеи. Дом дружбы народов Татарстана был создан в 1999 году. Председателем Совета Ассамблеи народов Татарстана является Фарид Харилович Мухаммедшин, он же председатель Государственного совета Республики Татарстан. Директором Дома дружбы является Шарипов Эрик Ильдусович. В Республике Татарстан проживают представители 173 национальностей. В Доме дружбы народов Татарстана представлено 38 из них, то есть у нас 38 национально-культурных автономий. На втором, третьем и четвертом этажах расположены такие кабинеты автономии. Они в каждом кабинете функционирует по 2 автономии. К примеру, Русское национально-культурное объединение, у них, здравствуйте, отдельный кабинет. Да. Также мы можем заглянуть к узбекам. О, я как раз в Узбекистан когда-нибудь хочу приехать. Да, вот отлично. Вот, они сами украшают свои кабинеты. Здесь у них есть головные уборы, может, вот такие красивые. Вот. Здорово. Вот Узбекистан меня всегда тянуло вот в эту культуру тоже. Я к ней еще не прикасался ни разу. Это вот, да. Я надеюсь, кстати, национально-культурная автономия узбеков является одним из самых активных автономий. И председатель именно узбекской автономии, также кыргызов и таджиков, они проводят прием своих граждан в своих офисах, то есть помогают им решать какие-либо проблемы, которые у них возникают. А еще Ассамблея Дом дружбы народов Татарстана выпускает свой журнал, называется «Наш Дом Татарстан». Это единственный журнал в Республике Татарстан, который освещает этнокультурную жизнь нашей республики. Журнал очень красочный, то есть не только текст, но очень много фотографий. Вот. О мероприятиях, которые проходят у нас в республике, о национально-культурных автономиях и вообще о народах, проживающих у нас в Татарстане. Вот такой. А где только можно приобрести? Мы можем вам сейчас же передать. Давайте. Если вы хотите. Я какой-нибудь, вот как раз я что-то в подарок из всех республик заберу. Ага, отлично. Так. Благодарю. Вот это интересно журнал вот у нас, это, да? про народы. Это у нас есть хореографическая студия школа «Алтын». Дети 3 групп, младшие, средние и взрослые, танцуют танцы разных народов мира, ну и Татарстана. Можете посмотреть. 1, 2, 3, 4, идем. Отдогонать, девочки, вот еще. Девочки, загонать. Дальше пошли. И 1, 2, плывем. Они шли, плывем. Сейчас мы с вами находимся в многонациональной воскресной школе. Здравствуйте. Здравствуйте. Школа вообще была создана для того, чтобы представители разных национальностей, проживающих у нас в республике, смогли изучать свой родной язык, культуру, традиции, обычаи своего народа, географию своего родного края. В нашей школе работают 18 национальных отделений. Вот по этим стендам можно увидеть, какие языки и культуру каких народов дети и взрослые, кстати, здесь изучают. Есть также отделение хореографии, вокала. Как я уже говорила, в школе обучаются и дети, и взрослые, и все это на безвозмездной основе. И нужно отметить, что многонациональная воскресная школа – это вообще такая школа в России, которая не имеет аналогов. Почему? Потому что, например, воскресная школа в любом месте могут изучать только русский, например, русскую культуру, либо там только украинскую культуру. А здесь изучают 18 разных культур, и вот этим особенно наша школа особенно. Вот. Директором нашей школы является председатель национальной культурной автономии грузин города Казани Хунашвили Марина Мануиловна. А сейчас мы находимся в музее дружбы. Директором музея является председатель национальной культурной автономии армян Республики Татарстан Хачатурян Михаил Викторович. Многие экспонаты музея, они в таком армянском стиле. Связано это с тем, что многие из них переданы в дар Дому дружбы, музею от армянских мастеров из Армении. Вот. Из интересных экспонатов могу показать дверь исполнения желаний. Каждый гость может завязать какую-нибудь ленточку и загадать желание. И мы надеемся, что оно обязательно сбудется. У нас
хранится в музее Хачкар, что в переводе на русский язык маленький армянский крест, который занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый маленький крест в мире. Крест сделан из янтаря, вот оранжевый цвет его можно увидеть, но лучше видно его, естественно, посмотрев в лупу. Можно, да? Да, посмотри. Хочется приблизить. Камеру-то, наверное, сейчас попробую. Ну, получается, да. Ух ты. Такой красивый Здорово. крест у нас хранится. Здесь нарисован портрет первого президента Республики Татарстан Ментимира Шариповича Шаймиева. И этот портрет сделан на срезе рисового зерна. Ух ты. Да, тоже очень интересный экспонат, можно приблизить, посмотреть. На свет тоже идет. Ага, видно. Нарисована красавица Сюембике. Сюембике. Я не знаю. Вы знаете, тут даже есть подсказка, башня Сюембике, которая у нас в Кремле, в Казанском Кремле есть. Сделал художник Кайцев Ваникен, тоже армянский, его видение как бы Сюембике, красавицы. Деятельность Ассамблеи Дома дружбы народов Татарстана охватывает всю этнокультурную жизнь нашей республики. Ассамблея народов Татарстана имеет 33 филиала и представительства в районах республики. Такие же дома и центры дружбы, как у нас, в котором мы сейчас с вами находимся, есть в 12 районах Татарстана. Вот. Я хотел спросить как раз, а по другим регионам вообще в России есть что-то подобное? В регионах, конечно, да, Удмуртия, Башкортостан, Санкт-Петербург, вроде тоже есть Дом дружбы. Да, как-то мы... Якутский есть, да? Да, в Якутии есть. Кстати, в этом году к нам приезжали представители Дома дружбы Якутии. У нас было подписано соглашение с Я в ними. Инстаграме видел. Да. Недавно приехали из Республики Коми, тоже у них есть Дом дружбы. И, по-моему, если я не ошибаюсь, из Тверской области к нам приезжали тоже. Еще, кстати, у нас есть интересная картина, которая передана Дому дружбы в дар от главы Республики Ингушетия. Эта картина сделана с использованием рыбьей кожи. Рыбья, Да, рыбьей кожи. Говорят, что у них очень распространена такая техника. Вот нам тоже передали такую картину красивую. Так, а это у нас концертный зал вместимостью 225 человек. Ничего себе. Большой зал, где проводится основная масса наших мероприятий. Ну, это тоже символ какой-то. Да, символ дружбы. На моем символе просто, который я вот к этому проекту сейчас сделал, Ага. да, вот такие же человечки, ну, похожие. Вот. Цветочки. Держите это вам Здорово. за участие и в нашем тоже проекте «Дружба Спасибо народов». и большое, за то, очень что вы приятно. Видим, что вы вклад в это дело тоже личный свой большой вкладываете, поэтому вот это вот часть нашего проекта «Дружба народов». Объединяемся. Спасибо большое, очень приятно. Дорогие жители Республики Якутия, от имени Ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана поздравляем вас со столетием образования Якутской АСР и с праздником СЭХ. Правильно? Здорово, здорово. Передаем большой привет от многонациональной Республики Татарстан. Кабинет у нас здесь, у нас еще пройдут Они сейчас перемены, расширяются, да. строят новые здания. Вот вся надежда на Дом дружбы народов, как говорится. Нас приютили, молодцы. Хочется сказать спасибо. У нас в Якутске тоже есть такой же Дом дружбы народов. Имени, знаете, да, Егора Кулаковского, Алексея Евсеевича, да? Елисеевича Кулаковского. Вот они нас тоже приютили. Какая «Дружба народов», да? Это, у меня же там фильм премьера Дом была дружбы моего народов, фильма, да. Да, поэтому вот благодаря Как я не руководству вспомнил. Да, да. помогают всегда. В Татарстане все едины, все живут дружно, и в Доме дружбы народов Татарстана вообще девиз Ассамблеи Дома дружбы народов Татарстана — это один народ, один голос. И мы стараемся, чтобы каждая автономия чувствовала себя как дома у себя. Да, мы поэтому рады каждому новому автономию, Нет, который спасибо, создается. конечно. В Татарстане насчет этого мы почувствовали любовь их. Мы приветствуем, во-первых, вас с вашим великолепным автопробегом. Это радует душу. Мы посвятили Якутии очень много лет жизни, десятки, большие причем. Да? Поверьте, вы еще столько не прожили, сколько я лет прожил. Это Альбина Васильевна, она председатель нашего национально-культурного объединения якутов в Татарстане.
Вот. Я один из учредителей, она тоже учредитель, член совета. Вот, что, ты уже представился? Нет, да? не успел. Вот. Это Равиль Анасович, он тоже член совета национально-культурного объединения, вот, который создался недавно. И слава Богу, вот таким энергичным дамам, как Альбина, вы знаете, мы хоть и немногочисленная организация на сегодняшний день, создались мы 4 ноября только официально, да, но знаете, как продвинулись? О нас уже знают, и это очень, по большому счету, благодаря Альбине, ее энергии, ее гостеприимству. Ну, про себя скажите, кто вы? А я уже сказал, я учредитель, Шамыков Рустем Хадырович. Вот. Альбина тоже один из учредителей настроя. И, так скажем, паровоз из учредителей, это был Рамиль Габдулбариевич Закиров. Вот он известная личность, он на сегодняшний день является официальным представителем Якутии в Республике Татарстан. И Михайлов Анатолий Николаевич тоже. И Михайлов Анатолий Николаевич, это тоже один из учредителей. Вы знаете, это, активист, наверное, тоже активист, спонсор, наверное, пока в единственном числе. Но я думаю, что мы когда чуть-чуть окрепнем, будем уже как-то и на свои средства приглашать. Потому что с Альбиной, я думаю, мы продвинемся далеко. Вот. Ну, удачи, да, я желаю, чтобы спасибо, только вперед. Вы знаете, когда организовалось вот это вот наше общество, региональное отделение вот, НКО якутов в Татарстане, знаете, я как заново родился. Я об этом всегда говорю, это на самом деле, потому что мне с Якутией связывают около 50 лет. И от этого, знаете, никуда не. Мы, члены Национально-культурного объединения якутов Республики Татарстан, передаем большой привет нашим землякам, якутянам, нашей родине, и хотим поздравить с наступающим большим праздником, нашим национальным праздником ИСЭХ, который посвящен столетию Якутии. Якутия – это моя жизнь. Я прожил большую свою часть жизни в Якутии. Поэтому все события, которые там происходят, особенно положительные, конечно, я очень близко воспринимаю к сердцу. Я хотел бы передать большой привет всем моим землякам, всем знакомым, друзьям, коллегам по работе, всей якутской земле благословенной, кладези природных богатств, земле Олонхо. Я желаю удачного пробега Иркину и Николаю по автопробегу, посвященному столетию вхождения Якутской АСР в состав РСФСР по маршруту Питер-Якутск. Санкт-Петербург-Якутск, прошу прощения. Дорогие друзья, дорогие земляки-якутяне, поздравляем вас от всей души с праздником весны ИСЭХ и, конечно, со столетием образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Желаю всем жителям нашей необъятной Якутии счастья, здоровья, спокойно и благополучия. Будьте всегда счастливы. Якутия, мы тебя любим. Уруй, айхау! Уруй, айхау! Уруй, айхау! 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 Ну что, прощаемся. Спасибо. Нас везде так радужно встречают. Я прям... Все. Спасибо. Я сейчас попрощаюсь. Не забывайте. Знаете, не так прощаются. Прощаются последними словами. Приезжайте в гости как можно чаще. Так что в следующий раз заранее говорите. Так что ждем. Будет возможность ради. Будем за вами следить. Следите за нами, там, ставьте лайки. Да, обязательно. Я подписалась. Все, так что... Ну и все, увидите, как мы дальше будем ехать. Все, счастливо. До свидания, дорогие, удачи. Всего хорошего. Дорогие. Привет, Якутии. Мы вас любим. Ну что я могу сказать? Меня что ни день, то душевность или как это назвать просто переполняет. Сейчас мы не ожидали, нас просто сказали, вот Альбина Васильевна нас позвала, говорит, ребята, приезжайте в Дом дружбы народов, и все, что мы знали. Мы даже не знали, кто нас встретит, что, здесь, как. И такая душевная встреча, вы вот не представляете. Я опять на таких эмоциях сейчас едем дальше. Спасибо еще раз огромное, и очень здорово, что я только сейчас понял, насколько у нас все-таки вот дружба народов, вот эта концепция развивается.
То есть они здесь говорят, что здесь многонациональное такое единение в Татарстане. Вот, ну, по крайней мере, они про себя точно могут сказать, да, что у нас, ну, прям вот дружно-дружно все это. И то, что в доме, и вообще, и это во много по России, получается, таких домов дружбы народов, которые я уже решил, что будем тоже посещать. И, в принципе, я рад, что это все оживает, растет, и есть много людей, которые все это поддерживают, и молодых людей, которые, может быть, советское вот это единение не помнят, но чувствуют его, что это действительно то, что требуется современному обществу. Или те люди, которые жили когда-то в этом всем, которые утратили, да, и сейчас они пытаются сохранить, восстановить. Очень здорово. Так что у меня сейчас еще большая мотивация продолжать то, что я делаю. Я понял, что еще раз, я знал, ну, то есть это еще такой дополнительный пункт мотивации, который мне, в принципе, уже не нужны, но тем не менее они все равно есть. Всем спасибо.